Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения итоговый выпуск новостей Канашского района. С вами Ирина Константинова. Перспективные направления развития текущего года и планы на предстоящий. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с главой администрации Канашского района с Владимиром Николаевичем Степановым. Владимир Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно подводить итоги. Тем более год был насыщенным, продуктивным для нашего района. И первый вопрос мне хочется задать. С какими результатами мы завершаем сельскохозяйственный год? Весомые результаты сельхозпроизводителей района дали возможность заявить себя на российском уровне. Расскажите немного об этом. Пожалуй, как всякий отчет, я начну непосредственно, я коснусь сельского хозяйства, но начну с бюджета. В этом году мы работали по 18 муниципальным программам, по национальным проектам, которые сформулировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Следует отметить, что бюджет Канашского района за 2019 год рекордно высок, и мы близки к миллиарду. Касаемо сельского хозяйства есть успехи. Пользуясь случаем выразить слова благодарности нашим земледельцам, которые показали в этом году, убрали довольно высокий рекордный урожай. Это 55 450 тонн зерновых. По объему убранного хлеба заняли второе место в Чувашской республике среди всех сельхозрайонов. Но это общая победа. Сделаны определенные шаги к освоению залежных земель, потому что, встречаясь с нашими уважаемыми ветеранами, они иронично замечают, что в наши годы не было такого понятия, как залежные земли. Думаю, что в ближайшем будущем это прилагательное из лексикона Канашского района уйдет навсегда. Но также касаемо сельского хозяйства следует отметить то, что все программы поддержки сельхозтоваропроизводителей работают. Отрадно, что 3 начинающих фермера получили грантовые поддержки. 1 семейная ферма со Свинского сельского поселения, это КФК Николаева Сергея Владимировича. Также в этом году создано 2 СПОКа. Это сельскохозяйственный потребительский кооператив на территории Канашского района. Один из которых стал обладателем гранта, выиграл грант в размере 40 миллионов. Уже там ведутся работы по созданию перерабатывающего цеха на сегодняшний день. И думаю, что эти новые рабочие места и переработка уже в следующем году производство запустится. Один из позитивных моментов в отрасли сельского хозяйства все-таки хочется отметить, что наши сельхозтоваропроизводители закупают новую технику, и движение вперед есть. По этому году у нас 42 единицы закуплено более чем на 81 миллион рублей. И эта тенденция, она сохраняется с года в год. Это очень сильно радует, и у нас есть надежда на хорошее, твердое положение наших сельхозтоваропроизводителей в будущем. Владимир Николаевич, как мы знаем, бюджет района у нас социально направленный. Большое внимание уделяется образованию. В последние годы сфера медицины также получила небывалое финансирование на ремонт и покупку высококлассного оборудования. Хочется узнать планы на предстоящий год. Следует отметить, что в Канашский район на укрепление материально-технической базы и закупку, как вы сказали, дорогостоящего оборудования выделено более 111 миллионов рублей. Все наши жители, наверное, уже замечают, кто бывал в нашей центральной районной больнице. Это, во-первых, ремонтные работы, окончание ремонтных работ и закупка оборудования инфекционного корпуса. Завершен ремонт стоматологического отделения. Также завершен ремонт хирургического отделения фасада, и первого этажа близится к завершению. Плюс надо отметить, что 4 новых ФАПа в этом году введено на территории Канашского района. Сделаны ремонты во врачебной амбулатории Старопердинского офиса врача общей практики, также в Дальнесорминской врачебной амбулатории. Но этот список можно продолжать. Действительно, те средства, которые выделяются на здравоохранение, нас радуют. Это прежде всего средства, которые направлены на улучшение обслуживания наших жителей. В следующем году тоже у нас поставлены задачи. Я не буду забегать вперед. Мы плотно работаем с Министерством здравоохранения Чувашской республики. Наметили планы
И вот благодаря этой совместной работе сейчас они направлены заявки в Минздрав России. И надеюсь, что данный высокий темп, который мы задали, он благополучно реализуется на территории нашего района. В текущем году весомое влияние средств пришло и в культуру. Жители района наконец-то получили новый дом культуры, который расположился у нас в селе Шахазаны. Какие перспективы на 2020 год вы видите? Спасибо за этот вопрос. Национальный проект «Культура» полномасштабно реализуется на территории нашего района. Да, действительно, это большой праздник. Мы ввели эксплуатацию с участием главы Чувашской республики Игнатьева Михаила Васильевича. Ввели в строй, открыли наш дворец культуры центральный в селе Шахазаны. С участием наших депутатов Государственного совета Чувашской республики. Действительно, это знаковый объект, который мы ждали уже более 13 лет, с момента, когда там сгорел старый деревянный центральный дом культуры. Кроме данного объекта у нас идут последние мазки к завершению. Это новый дом культуры в деревне Новые Шальтямы с сметной стоимостью 15 миллионов рублей. Ну, следует отметить, что ремонт был выполнен в Верхнеендобинском доме культуры, в Атнашевском доме культуры, это более 2 миллионов рублей, а также в Маякском доме культуры, это ремонтные работы были выполнены. Атнашевский также модернизирован. Данные работы в этом направлении мы продолжаем. Сейчас на конкурс по федеральной программе у нас выставлен проект Хучельского сельского дома культуры. На ремонтные работы сельских домов культуры, прежде всего, заявки поданы по тем домам культуры, где есть проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, где главы поселений совместно с населением активно поработали. Мы полностью постараемся удовлетворить в текущем году все те заявки на уровне Министерства культуры Чувашской республики. Владимир Николаевич, мы не можем не затронуть и тему, касающуюся вывоза ТКО. Это та тема, которая затрагивает тем более каждого жителя Канашского района. Обустройство площадок, оснащение новыми контейнерами. Какой объем работ выполнен и какие планы впереди? Но следует отметить, что в Канашском районе установлено 330 мест сбора ТКО. Из них 167 это по местным инициативам, остальные за счет бюджетов сельских поселений и районного бюджета. Все места сборов ТКО оборудованы контейнерами, но есть некоторые поселения, ряд сельских поселений, где контейнеров недостаточно. В этом направлении работа идет. Думаю, в ближайшее время мы эту тему закроем. Но, тем не менее, есть такая негативная часть этого вопроса, я хочу ее озвучить, это сбор оплаты именно за вывезенный мусор. Он сегодня неудовлетворительный, составляет 54%. Мы работаем с региональным оператором, ведем по мертвым душам, так сказать, это, то есть по выставленным платежкам, где никто не проживает. Это работа совместная с главами поселений. Но здесь хочется побольше активности непосредственно от жителей. То есть есть некоторые моменты, где житель или гражданин должен сам подавать заявление, и на основании этого заявления, подтверждения он получает в сельском поселении, счета аннулируются или отторгнируются в программе. Поэтому здесь эта тема под контролем главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, и не хотелось бы быть в хвосте. Пользуясь случаем, призываю граждан, проживающих на территории Канашского района, подойти внимательно. В случае избежания дальше негативных, таких некрасивых моментов, когда судебное решение, судебные приставы придут соответствующие платежные документы к вам. Сейчас сбор платы ТКО для сельских жителей он уменьшен в разы. Эта тема будировалась в нашей республике. И под контролем, я еще раз повторюсь, Михаила Васильевича Игнатьева, Кабинета министров, определенная работа, эта цена на сегодняшний момент снижена.
Инициативное бюджетирование – та программа, которая за последние годы проявила себя как наиболее действенная. Какие объекты вы смогли бы отметить? Ну, это очень хороший проект, хорошее начинание. Инициативное бюджетирование – это значит те объекты, которые строятся с помощью, с участием нашего населения. Я считаю, что эта программа на территории района прижилась, так как количество проектов они ежегодно возрастает. В текущем году их было 55. Это более чем 14 миллионов рублей. Это разные проекты. Ремонтные работы по школам, по детским садам, дороги прежде всего. По следующему году мы также в этой программе активно участвуем. Все проекты переданы в Министерство сельского хозяйства на рассмотрение. По следующему году, в принципе, количество проектов на таком же уровне. Ну, ожидаем небольшой рост. Еще одна тема, которая часто интересует наших телезрителей – транспортная доступность населения района. Также не раз она всплывала на приемах граждан. Данный вопрос вы держите на пульсе? Транспорт. Тема, она у нас довольно существенная для нашего населения. У нас 37 межмуниципальных маршрутов, которые обслуживают наши населенные пункты. Внутри муниципальных маршрутов у нас нет, так как все маршруты завязаны на другой муниципальный округ, это город Канаш. По маршрутам, которые обслуживают именно Канашский район, и конкурс проводит Министерство транспорта Чувашской Республики, возникали ряд вопросов по частоте, по открытию каких-то новых маршрутов. Значит, мы здесь плотно отрабатывали вот эти вопросы с Министерством транспорта. Минтранс реагирует на данные направления, но тем не менее есть проблемы, где малочисленные населенные пункты и действительно наполняемость автобусов очень низкая. Совместно мы тогда даже в тестовом режиме запускали на определенный промежуток времени от 2 недель до 3 недель в те населенные пункты, но, к сожалению, где всего лишь 2-3 человека, иногда автобусы идут пустые, то есть сегодня сохранить регулярные автобусные перевозки по данным маршрутам очень сложно, проблематично. Ну, вторая проблема по транспорту – это дороги. Мы знаем, что по качеству дорог одно из самых больших нареканий наших жителей. Те средства, согласно соглашению, заключенному с Министерством транспорта Чувашской Республики, на ремонт наших районных дорог мы освоили полностью. Хочется озвучить сумму, что на 27 миллионов выполнено 8,6 километров дорог, отремонтировано на территории Канашского района. Это те дороги, по которым осуществляется перевозка, прежде всего, школьников, и осуществляется перевозка пассажиров по регулярным автобусным маршрутам. В этом году мы провели диагностику всех наших дорог, знаем слабые места, и по приоритетности мы распределяем все бюджетные средства именно на те участки, которые наиболее востребованы. Работа в этом направлении у нас под контролем будет продолжена. Владимир Николаевич, и хочется узнать, в каком направлении Канашский район будет двигаться в 2020 году. Подытожьте, пожалуйста. Ну, подводя итоги, наверное, я уже перечислил, очень много позитивных моментов. Это наши общие победы, прежде всего, нашей команды, нашего населения. Ну, для себя вот один из таких моментов важных, я считаю, это открытие производственной мощности. Вот швейный цех на 20 человек. Индивидуальный предприниматель Белянин Павел Васильевич открыл там производство. Наш земляк на территории Шахазанского сельского поселения. И именно отрадно, когда у нас появляются новые рабочие места, и наши жители могут найти себя именно на территории Канашского района. А также один из таких победных моментов следует отметить участие нашего сельского поселения как муниципального образования на всероссийском конкурсе. Это Сугой-Косинское сельское поселение. Среди свыше 700 конкурсантов в разных номинациях наше сельское поселение стало первым. Приз вручал Мутков Виталий Леонтьевич. Значит, наш глава сельского поселения Павел Юрьевич Семенов был в Москве, получил грант свыше 1 000 000 рублей, 1 100 000, если быть точным. Поэтому это наша победа, это гордость Канашского района. В
Стоит отметить, если второе место заняло сельское поселение из Башкирии, а третье из Краснодарского края. А мы первые. Ну, на 2020 год есть определенные планы. Мы будем работать по 19 муниципальным программам. Все те задачи, которые поставлены главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым, Кабинетом министров, думаю, нашей команде по плечу выполнить их. Команда компетентная, дружная, и думаю, у нас все получится. В следующем году мы отмечаем великую дату – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. На территории районов тоже запланирован ряд знаковых мероприятий. Мы обязательно будем чествовать наших героев, участников Великой Отечественной войны. И, конечно же, на территории района запланирован ряд мероприятий. Есть, прежде всего, в Шахазанах благоустраивается Парк Победы. Основное мероприятие мы будем проводить в Шахазанах, в центральном населенном пункте Канашского района. И думаю, в дань памяти нашим предкам мы проведем его на достойном уровне. Уважаемые друзья, разрешите поздравить вас с наступающим новым 2020 годом и Рождеством Христовым. Счастья, добра, мира вам и вашим семьям. И всем Божьей благодати. С праздником! Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Владимир Николаевич, спасибо за интересную беседу и возможность принять нас. С наступающим Новым годом! Спасибо. А вас же, дорогие телезрители, мы также хотим поздравить с Новым годом. Желаем мира и достатка в каждый дом. До скорых встреч в эфире. С вами была Ирина Константинова.